Пасля Першай световай вайны нашым суседзям удалося здабыць і утрымаць незалежную дзяржаву і перацягнуць на сябе коўдру, прысвоіць усю гісторыю Вялікага княства Літоўскага, у тым ліку назвы Літва і літоўцы. Гучыць, напрыклад, у дакументах літовец, літвін, літоўскі. У 90% нават больш гаворка ідзе пра жыхара Менска, пра жыхара Украіны, пра жыхара Кіева. Я для адзначэння сучаснай краіны і сучаснага народа карыстаюся іхнім алтонімам, саманазвай. Литува, литувисы. Там 2,5 часа лекции и обсуждения, но главный вывод – недоумение, парадокс или ирония, но этих людей спонсировало литовское правительство на литовские деньги. Конкретно фонд Радиной в 2017-м от Министерства иностранных дел Литвы через фонд развития получил 30 тысяч евро, еще 30 тысяч евро в 2018-м, еще столько же в 2019-м и, конечно, 30 тысяч евро в 2020-м за передачу опыта Литвы в Беларуси и борьбу с российской пропагандой. В публичном белорусском, подчеркну, белорусском пространстве таких споров нет. Они есть в самой Литве. Там разгораются споры о праве на герб, Вильнюс или саму Литву. А вот наша республика не имеет никаких претензий территориальных к своим соседям. Об этом говорит и президент Александр Лукашенко. Что касается символики, белорусы определились с ней еще на референдуме 1995 года. Давно и ответили себе на вопрос, что для белорусов значит Вильня.